Салям Дастар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео «Лучше Казахстана стороны нет». Русская вернулась в Казахстан. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажет, покажет, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходит все по вашим заказам, друзья. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно переходите, смотрите различные ролики. Смотрим, друзья. Отвечу на самый популярный вопрос, который мне периодически пишут и тут, и в Инстаграм. Жалею ли я, что уехала из Германии обратно в Казахстан? Нет, друзья, совсем не жалею, абсолютно не жалею. Более того, я очень благодарна себе за то, что 5 месяцев назад мне хватило сил, характера, решимости принять такое решение и уехать из Европы обратно в Казахстан. Объясню почему. Потому что на самом деле у очень многих людей возникает желание вернуться обратно, но они сталкиваются с большим прессингом. Этот прессинг состоит в первую очередь из мнения других людей и стереотипов, да, и собственных страхов. Мнение других людей. Люди начинают тебя прессовать и говорить: ты что, уезжаешь из Европы, да ты будешь локти кусать, да кем ты там станешь, да что там у тебя будет, да вот Европа это рай, а все остальное это вообще ад, да, противоположность. Второе, собственные страхи. Люди начинают думать, что вот, говорят же, вот где-то вот слышно, что вроде в Европе там гораздо лучше. И зачем я иду в обратном направлении? Ну вот раз люди говорят, может быть, я что-то не понимаю, может быть, мне нужно потерпеть, а может быть, еще потерпеть. Да нет, не нужно терпеть, жизнь-то одна. Не надо никогда терпеть ничего. Одна жизнь у нас, и мы должны ее прожить там, где нам комфортно. Ну и вот эти вот стереотипы, они тоже мешают. То, что страны СНГ это прям вообще ужас, кошмар, а Европа, она просто неземная, нереальная. Нет, везде есть плюсы и минусы. В Европе полно минусов. В странах СНГ полно минусов. В Европе полно плюсов. В странах СНГ полно плюсов. Я могу за себя сказать, что мне в Казахстане жить гораздо интереснее. Тут моя жизнь более наполнена смыслом. Как минимум, потому что тут люди моей ментальности, моей культуры. Мне это приятно, мне комфортно. Во-вторых, тут моя жизнь, вот действительно она насыщена. Очень много мероприятий интересных. Очень много того, что соответствует мне, то, что мне нравится. Поэтому 5 месяцев прошло, у меня не было вообще ни единого дня, чтобы я об этом жалела. И тем более сейчас, вот по мне, это только мое мнение, вам может быть иначе. Я не вижу смысла, чтобы люди переезжали из современных стран СНГ в Европу, потому что, ладно, люди переезжали в 90-х, когда тут они ехали из деревень, бананов не видели, белого света не видели и приехали в Германию, им там бесплатно шмотки давали, социалы, все дела. А сейчас в странах СНГ очень много возможностей, ничуть не меньше, чем в Европе, и можно прожить прекрасную жизнь, поэтому такого контраста, как раньше, нет. И если вы хотите переезжать, то не бойтесь, пробуйте себя и помните еще раз, что жизнь одна. Всего. Друзья, правду говорит девушка, потому что, да, много, наверное, стереотипов каких-то затрагивает людей, когда ты хочешь возвращаться домой или думаешь о том, а что о тебе подумают, уже говорил, что приеду, не буду или не буду возвращаться, или еще какие-то там мысли начинают. Я тоже считаю, что жизнь одна, друзья, если ты хочешь попробовать уехать за границу, вот тебе хочется вот почувствовать ту жизнь, может ты думаешь, что ты себя там найдешь. В любом случае надо всегда пробовать, друзья, в любом случае надо пробовать, потому что мы живем одной жизнью, и кого-то слушать постоянно, и смотреть на кого-то, оглядываться куда-то, оно к тебе хороших вещах не научит и не приведет. Когда ты на себе все это не прочувствуешь. Прочувствовал, как там за границей, как там работать, как к тебе люди относятся. И ты все понимаешь на своей, на себе, можно так сказать. В Казахстане, да, я не скажу, что вот уезжают куда-то в другую страну или с Казахстана. В Казахстане сейчас тоже уровень жизни, как можно сказать, хороший, потому что те люди, которые просто есть же люди, да, это я тоже чуть-чуть не прав.
Есть люди, которые получают и по 30 тысяч тенге, и по 60 тысяч. Ну, и я понимаю, что для Казахстана это очень мало, потому что уровень жизни там намного, чуть-чуть надо, наверное, я даже не знаю, друзья. Вот напишите, сколько для вас надо зарабатывать, чтобы вам жить было комфортно в том городе, и вы могли еще куда-то съездить, в Европу куда-то, ну, не каждый месяц, ну, понятно, там раз в год отдохнуть, куда-то поехать. Обязательно напишите, очень будет интересно увидеть и посмотреть. Также и я, друзья, я когда уезжал в Польшу, но я уезжал в Польшу, но я знал, что я вернусь. Я вот как, я и хотел вернуться, может, просто как-то так все оно сложилось. Я еще не был готов к тому, чтобы возвращаться. Уехал, ну, это старая история, не хочу вспоминать. И оно как-то все... И я не жалею, друзья, я не жалею, что я уехал. Я даже когда я прожил в Польше 6 лет, и когда я приезжал в Украину, я каждый год приезжал в Украину, мог и чаще приезжать, и все равно я вот заезжал в Украину, на Украину. И вот эти дома, эти дороги, друзья, все равно оно как-то притягивает. Вот даже хоть и дорога в этих ямах, но это все такое мое, вот родное, оно мне так, я так скучаю за этими домами, вот неевропейскими. Ты заезжаешь, и ты смотришь, и ты понимаешь, что ты дома. Еще чуть-чуть, еще там где-то 8 или 12 часов проехать, и ты будешь уже дома. Ты увидишь родителей, ты почувствуешь, ты пройдешься теми тропинками. Я когда приезжал, я ни такси, ничего не брал, чтобы доехать домой. Я просто и шел с чемоданом, и по тем тропам, где я проходил 11 лет в школу. И это так вообще воспоминания вот эти, они всегда так нахлынули. И ты идешь, и ты все это вспоминаешь, как ты 11 лет здесь проходил, еще что-то видишь, еще кого-то увидел, и люди смотрят и говорят: о, Коля, ты так изменился, ты вообще сам на себя не похож. И вот это оно как-то тянет все равно. Какая бы жизнь, какая бы коррупция здесь не было, как бы власть там не относилась к людям. Но я понимаю, что люди идут к тому, чтобы жить лучше, и возвращаются хоть и в какую-то, может, не ту страну, где живешь ты в лучше. Но здесь мы родились, и оно всегда будет приятно тянуть домой, в любом случае. Не знаю, как у кого, но у меня всегда, где бы я ни был, вот хочется мне домой. Вот чувствую я, что Украина это мое, я здесь родился, я здесь вырос. Я люблю эту страну. И люблю Казахстан. В Казахстан 100% приеду. Очень хочу побывать в Казахстане, посмотреть вообще горы. Я люблю, очень горы люблю. А у вас местность, степи, горы. У нас похожая местность, друзья. Но мне кажется, что я просто в Карпатах ни разу не был. Вот живу в Украине, друзья, ни разу в Карпатах не был. Хотя можно было бы съездить, но не сейчас, не в теперешнее время. Большой рахмет, друзья. Всем, кто подписался, я рад видеть вас всех на моем канале, друзья. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходит все по вашим заказам, друзья. Ага, Казахстан, слава Украине, берегите себя. До встречи.